Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. По многочисленным просьбам граждан с согласия Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия 30 июля в Якутске прошла очередная социально-благотворительная акция «Путь к дому». Акция адресована людям без определенного места жительства и работы. С 2018 года в Институт уполномоченного по правам человека региона обратились за помощью 642 человека. Сколько приняло участие в прошедшей очередной акции, мы поговорим с гостьей студии Сарданой Гурьевой, уполномоченной по правам человека в Республике Саха-Якутия. Сардан Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, для начала вообще, что это такая за акция «Путь к дому» и с какой целью она проводится? Целью социально-благотворительной акции «Путь к дому», которая проводится уже 8-й раз на территории городского округа город Якутск нашей республики, является оказание адресной помощи тем гражданам, которые находятся без определенного места жительства, без работы, которые практически живут на улице, но желают вернуться в нормальную жизнь. Ведь мы видим те проблемы, которые существуют у таких граждан. Они практически сегодня исключены из всех общественных отношений, зачастую не имеют документов. Если даже не желают вернуться домой, то и нет средств для вообще существования, надо сказать. Иногда мы встречаем случаи, когда они сутками не едят горячее, и нет питания в целом, и состояние здоровья у них такое достаточно вызывает опасения. И здесь, конечно, возникает огромное количество вопросов. Часть населения, конечно, говорит о том, что такие люди попали на улицу по своей вине. Некоторые считают, что да, государство должно помогать. И давайте мы посмотрим действительно ту статистику, которую мы сейчас уже имеем и наработали определенный опыт с 2018 года. С учетом последнего 8-го этапа акции «Путь к дому» обратилось 69 граждан, то есть всего около 700 человек. Мы видим, что не всегда бывают среди них люди, которые оказались на улице именно по причине того, что они отбыли наказание в местах лишения свободы. То есть это социальная проблема на сегодня, и мы увидели с коллегами, с компетентными органами министерств, ведомств, территориальных федеральных структур, общественных организаций, конечно, при активном участии органов местного самоуправления, что надо проводить вот такую социально-благотворительную акцию с той целью, чтобы наработать механизмы, которые могли бы лечь за основу закона Республики Саха-Якутия, который мог бы уже позволить проводить работу на системной основе. Как вы уже сказали, акция проводится с 2018 года. А вы следите ли потом за судьбой людей, которым вы помогли в этой акции? Что с ними происходит? Спасибо за хороший вопрос. Действительно, мы, если смотрим статистику, я к ней апеллирую. Почему? Потому что это связано с нашей практикой, опытом работы. Если 700 человек обратились, то порядка 70 человек пожелали вернуться. Но когда мы мониторим и смотрим индивидуально уже жизненную судьбу, как у них складывается жизнь, к сожалению, не всегда бывает такое, что они все вот прямо 70 остались, но практически возможно говорить из этой цифры, ну где-то, если так очень оптимистично, это 1/3 остается. Но я бы хотела привести пример, когда мы в одном из районов практически помогли вернуться домой молодой девушке, ей было 22 года. В рамках акции «Путь к дому» нашли ее в техэтаже. И мы уже, так сказать, и связывались с родными. Она и в ковидный год, в 2020 году, она и жила с матерью, и сейчас продолжает жить. То есть все у нее хорошо. И надо сказать, что у нас есть замечательные примеры общественных организаций. Это «Линия жизни», «Алмаз». Например, на
примере работы «Линия жизни» мы видим, что практически процентов 15-20 граждан, которые устраиваются в эту общественную организацию, помогают реабилитироваться гражданам, возвращаются в нормальную жизнь. Это, я считаю, очень кропотливая работа, она непростая работа, и наши общественные организации имеют такой хороший опыт, нарабатывают хорошую практику. Давайте остановимся на цифрах поподробнее. А сколько в целом в регионе вообще людей, которым нужна такая помощь и которые без места жительства определенного? Есть ли какая-то статистика? Это первый вопрос, которым мы задались, когда вообще пришли к идее проведения социально-благотворительной акции «Путь к дому». Данный вопрос был рассмотрен на специальном заседании Совета по правам человека и гражданскому обществу при президенте Российской Федерации, где, значит, был поднят вопрос заботы о гражданах, оказавшимся без определенного места жительства. Ну вот примерно по России где-то вот такие есть данные, 3-5 миллионов. В республике Саха-Якутия у нас учет не ведется. Ведется определенный учет в целях профилактики правонарушений по линии Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия по неподтвержденным таким оценочным данным. Это начиная где-то с 2017 года мы мониторим. Примерно где-то человек 700-900. И то мы видим, что сейчас, к сожалению, бездомность молодеет. Поэтому их, может быть, численность, конечно, гораздо больше. Почему вот важно принятие в республике Саха-Якутия законопроекта, который бы в первую очередь позволил бы вот наладить систему учета таких граждан. А вот эти вот 700-800 человек, они сосредоточены непосредственно в Якутске или по всей Якутии? Здесь надо говорить именно о тех гражданах, которые, значит, находятся на территории города Якутска. Вот вы еще также сказали, что молодеет, да, бездомность. Можете ли вы сказать, почему, что влияет? Спасибо за вопрос. Последняя акция, проведенная 30 июля, как раз позволила воочию увидеть. Мы, участники этой акции, наблюдали, что молодые люди к нам обращаются. Я думаю, что здесь необходимо принятие дополнительных мер, которые направлены на содействие трудоустройству, занятости молодежи. И действительно много проводится работы по профилактике алкоголизма. И мы видим, какие меры принимает глава Республики Саха-Якутия, правительство Республики Саха-Якутия. И их действительно надо вот системно уже принятое решение реализовывать в нашей жизни. А как вы думаете, какие нужно предпринять меры по устранению проблемы появления таких людей в нашем обществе? Ну, во-первых, надо, конечно, мы говорим о широком понимании вообще системы профилактики правонарушений. Есть такой у нас серьезный федеральный закон об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации. Есть закон Республики Саха-Якутия о профилактике правонарушений Республики Саха-Якутия. И уже позволять такую работу внедрять и проводить, чтобы было раннее выявление лиц, например, которые уже стали злоупотреблять спиртным напитками. Если мы видим, что человек, он какое-то длительное время не работает, постараться помочь содействию трудозанятости. И здесь мы, конечно, видим очень такую серьезную роль наших социально ориентированных некоммерческих организаций, тоже просвещение молодежи, просвещение населения. И при этом, если часть людей, которые касаются граждан, часть, которые вышли из мест лишения свободы, уже за полгода дается информация в муниципальное образование, куда должен прибыть гражданин. Конечно, здесь очень четко должна работать система учета муниципальных районов. То есть я, в принципе, хочу сегодня акцентировать внимание на качественной работе муниципальных образований, муниципальных районов, потому что от их работы сейчас вот как раз власть, которая самая близкая к населению, как отмечает президент Российской Федерации, от их работы сейчас зависит очень многое, потому что принятие содействия в трудоустройстве, решение вопросов жилья,
вопросы охраны здоровья и так далее, и так далее. Множество вопросов, которые возникают, как раз главы у нас муниципальных районов решают успешно. Поэтому положительные практики, которые у нас есть уже по возвращению наших граждан в нормальную жизнь, они как раз проводятся при активном участии глав и городских округов, и глав муниципальных районов. Но правильно ли я тогда понимаю, что Институт по правам человека взаимодействует с другими заинтересованными ведомствами? А есть ли какой-нибудь НКО или социальные предприниматели в регионе, которые специализируются на такого рода деятельности? Да, безусловно, есть. Надо сказать, что вообще в системе общественного контроля, продвижения грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в вопросах развития гражданского общества у нас Республика Саха-Якутия занимает лидирующие места. Поэтому, безусловно, такие социально ориентированные некоммерческие организации есть. Я уже сказала, уже об известных, которые работают на территории городского округа город Якутск. Это «Линия жизни», «Алмаз», есть «Пинуэл», «Сангатын». И есть давно уже работающий в Усть-Алданском районе «Чагда». И создаются уже новые в Нюрбинском, например, Улусе районе. Активно очень общественные организации, которые работают на Амском, Горном, Мегино-Кангаласском, Улусах и многих других, которые действительно могут еще в своем развитии внести в лепту как раз по возвращению граждан в нормальную жизнь. То есть мы опять же считаем, что через законопроект можно было вот такую очень хорошую, эффективную систему работы выстроить именно на муниципальном уровне. Спасибо вам большое, Сардана Михайловна. Ну, а я напомню, что сегодня мы разговаривали с уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия Сарданой Гурьевой.